прошлом работа в силовых структурах, сегодня покорение вершин. 8 лет назад жизнь Беслана Гудиева, президента Федерации альпинизма и спортивного туризма Ингушетии, резко изменилась. В 64 года он решил попробовать себя в экстремальном виде спорта – альпинизме. Несмотря на возражения близких, он не побоялся рискнуть. И сегодня на его счету 12 восхождений на Эльбрус, 5 на Казбек, 219 на Столовую гору. Но этим путь альпиниста не ограничивается. До еще выхода на пенсии у меня были планы, цели, я себе поставил. Эльбрус, Казбек и от Карбулака добежать до Грозного. Ну вот цели Казбек, Эльбрус достиг, а еще до Грозного не добежал. Но добегу обязательно. Первое восхождение Беслана Гудиева было на Эльбрус в 2017 году вместе с бывшим президентом Федерации альпинизма Исой Юсуповым. Тот стал в свое время наставником для тогда еще начинающего альпиниста, а после именно Гудиев и сменил Юсупова на важной должности. И вот потихоньку втянулся, тогда у него срок кончился, но альпинисты, ребята, собрались на Федерации и выбрали меня. Я не хотел, правда, тому был свидетель. Но они попросили, что ты сходишь, и вот я втянулся. Почему именно альпинизм? Беслан Гудиев и сам не может дать ответ на этот вопрос, а лишь говорит, чтобы понять этот вид спорта, нужно испытать его на себе, пройти по стенам высоких гор, попробовать покорить вершину в снежную погоду, преодолевать скалы и лед. Нередко спрашивают у альпиниста, сколько ему платят за покорение вершин. Беслан Гудиев говорит, что живет на пенсию, а сама возможность заниматься альпинизмом – то, что нельзя купить ни за какие деньги. Для этого нужно хорошее здоровье, за которое Беслан Гудиев не перестает благодарить Всевышнего. Если ты один раз поднялся на любую вершину и полюбил это, все, от обратной дороги нету. Вот тянет. Но на вершине вот спрашивают, а вот что ты ощущаешь на вершине? На вершине я первым долгом благодарю Всевышнего. Я и поднимаюсь с именем Аллаха и спускаюсь тоже с именем Аллаха. Каждый шаг у меня с именем Аллаха. Но я благодарю Всевышнего, что Он мне дал силы и возможность подняться на вершину. И также спуститься. Чтобы... А в альпинизме самое главное не зайти на вершину, а спуститься с нее. Всего за 8 лет Беслан Гудиев стал известным альпинистом. На стене в его доме развешаны все сертификаты, грамоты и медали. Все это для президента Федерации альпинизма напоминание о достигнутых пиках. Это, как говорится, самые дорогие сертификаты, потому что в них вложено очень много пота, труда. Ну и вот почетные грамоты – это восхождение на пик Кайсына Кулиева, поэта Кабардино-Балкария, балкарского поэта. Уже 4200 тоже скальный маршрут был. Это в честь столетия его. Важнее всех наград, конечно, эмоции от самих восхождений, а они, по словам Беслана Гудиева, непередаваемые. Немал и азарт в этом деле. Всегда хочется проверить себя на прочность на более сложных уровнях. Большая мечта Гудиева – покорить легендарный Эверест. Для этого нужны большие денежные вложения, поэтому цель приходится откладывать. Но и останавливаться на уже покоренных вершинах альпинист не собирается. Уже обсуждает возможность отправиться на наивысшую точку Заалайского хребта – пик Ленина. В армии говорят, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Любого альпиниста, я считаю, что его цель, вершина Эверест. Первым долгом надо подняться на пик Ленина, чтобы узнать, как поведет себя организм. А вот на Эльбрус, на Казбек я абсолютно высоту не чувствую. Даже хоть малейший, чтобы почувствовал высоту, у меня нет. И вот теперь надо моя ближайшая мечта, план – это подняться на пик Ленина. До сих пор не все близкие принимают выбор Беслана Гудиева и считают, что с экстремальным увлечением пора завязывать. Но для младшего поколения альпинист становится примером. Не так давно он покорял Столовую гору вместе со своим внуком. Тому новый опыт понравился, и теперь ему самому интересно узнать больше об этом виде спорта. Тем более рядом есть такой опытный наставник, за спиной которого немалые достижения. Горжусь даже тем, что я 5 раз поднялся на Башлам, на Казбек. Но в современной истории 2 раза через Кармадон северное восхождение в данное время ни один ингуш не был. Я 5 раз поднялся.
11 раз стоял на западной вершине, 5642, и 1 раз на восточном, 5 на 21 метр ниже. 12 раз я стоял на Эльбрусе. Беслан Гудиев своим личным примером показывает, главное не стареть душой и благодарить Всевышнего за здоровье, которое позволяет заниматься любимым делом. Для молодого поколения такие, как он, действительно пример для подражания. Начинающим альпинистам Гудиев советует относиться ко всем вершинам серьезно. Горы не прощают беспечного отношения к себе, говорит альпинист. Первым долгом надо пройти обучение, технику, как, что, лазить, узлы, все. Потом уже идти потихоньку. Самое главное, номер 1 – это соблюдать технику безопасности. В Ингушетии День пожилого человека – это праздник, который, по сути, отмечается каждый день. В нашей культуре особенно развито почитание старших. Это краеугольный камень, который проявляется как в повседневности, так и в семейных отношениях. Младшие обязаны проявлять уважение к старшим, вставать при встрече, не перебивать в разговоре и не спорить. Старшие при этом проявляют мудрость и справедливость. К ним обращаются за советом, как к тем, у кого есть огромный опыт, накопленный за годы жизни. Марьям Акиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.